2 года назад в судебной системе было расширено применение института присяжных заседателей. Присяжным заседателем может стать практически каждый житель республики. Как работает этот институт? Является ли это правом или обязанностью? Об этом мы поговорим со старшим прокурором уголовно-судебного отдела, старшим советником юстиции Натальей Потаповой. Наталья Хрисанфовна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, какой опыт накоплен за эти годы, что показала практика, насколько эффективно оказалось применение института присяжных заседателей на районном уровне? Уважаемые телезрители, мы ранее уже говорили о том, что 2 года назад был принят закон федеральный, согласно которому районные городские суды стали рассматривать уголовные дела об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть человека по этим 2 категориям дел с участием присяжных заседателей. За этот период действия данного судопроизводства, формы судопроизводства, обратились 40 обвиняемых по 27 уголовным делам, чтобы их дела рассмотрели с участием присяжных заседателей. Какова картина в общем и целом? Какие вердикты выносят присяжные заседатели, если обратиться к цифрам по нашей республике? В отношении из рассмотренных по существу 19 уголовных дел в отношении 28 лиц. Почему лица больше? Там групповые преступления совершенные. И, в отношении 20 подсудимых присяжные вынесли обвинительные вердикты. Но и есть доля оправдательных вердиктов в отношении 5 лиц. Однако я хотела бы отметить, что по представлениям принимавших участие гособвинителей в апелляционном порядке эти оправдательные вердикты, на основании которых были вынесены оправдательные приговора, отменены Верховным судом апелляционной инстанции нашей республики и направлены на новое рассмотрение. Вместе с тем, по 2 уже при новом рассмотрении вновь вынесены оправдательные вердикты. 1 из них снова отменен, а 2 на стадии апелляционного рассмотрения. В целом такая картина по рассмотренным уголовным делам за 2 года. А является ли участие в качестве присяжных заседателей правом или обязанностью граждан? Я в связи с этим хотела бы обратить внимание наших граждан. Многие считают, что это не обязанность, а право каждого гражданина. Однако закон гласит иначе. Согласно Конституции, это статья 32 основного закона Российской Федерации, граждане России имеют право принять участие по отправлению правосудия. Но федеральный закон, согласно которому по присяжным заседателям, там конкретно указано, что лица, достигшие 25 лет к моменту составления списка присяжных заседателей, если они оказались в этих списках, то их явка в суд обязательна. Поэтому в случае без уважительной причины неявки в суд, безусловно, может быть применено денежное взыскание с тех лиц, которые по неуважительной причине не явились в суд. Поэтому я хотела бы обратить внимание граждан, что все-таки это обязанность. А в каком случае граждане освобождаются от этой обязанности и кто в принципе не может быть присяжным заседателем? Здесь, закон прямо предусматривает, федеральный закон, лица, не достигшие, естественно, 25 лет, поскольку они могут быть в списке включены только по достижению 25 лет. Далее, судимые лица, если они, судимость их не погашена, установленным законом не снята. Лица, которые по решению суда были признаны недееспособными, или ограниченно недееспособные, лица, состоящие, на учете в наркологическом, психоневрологических диспансерах по поводу лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
либо состоящие на учете с хроническим психическим заболеванием. Эти лица по закону не могут быть присяжными заседателями. И кроме того, закон предусматривает, что лица, не владеющие достаточно языком судопроизводства. Но у нас в основном с участием присяжных заседателей уголовные дела рассматриваются, конечно, на русском языке. Хотя есть исключения, бывает в некоторых случаях, если предварительное следствие проведено на якутском языке, то суд также на якутском. Естественно, лица, не владеющие якутским языком, не могут попасть в состав коллегии того суда, который будет рассматривать на якутском языке дело. А какие категории дел рассматриваются с участием суда присяжных и по чьей инициативе? Ну, в первую очередь, я как выше уже говорила, это убийство, умышленное причинение смерти другому человеку и умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека. Две категории – это особо тяжкие преступления. Пока так. Но идет, значит, полемика об расширении категории дел, рассматриваемых судами с участием присяжных заседателей, но пока это на уровне таких обсуждений. А почему обвиняемые выбирают суд присяжных и как часто они это делают? О чем говорит статистика? Статистика говорит о том, что если, конечно, прогнозировать – это исключительное право каждого обвиняемого, это только его право. Потерпевшие не могут возразить против его ходатайства об рассмотрении уголовных дел его конкретного лица судом с участием присяжных заседателей. А почему выбирают они суд присяжных? Насколько показывает практика, это в основном по неочевидным преступлениям. К сожалению, бывает без свидетелей у нас и убийство, и причинение тяжкого вреда здоровью, когда свидетели отсутствуют. Естественно, воспользуясь этим случаем, обвиняемая выдвигает свои версии, то самооборона была, то вовсе не я участвовал. А иногда просто они надеются, что профессиональный судья в любом случае увидит состав преступления, а некоторые надеются, что люди, далекие от юриспруденции, то есть присяжные заседатели, могут его оправдать, либо хотя бы, значит, признать заслуживающим его снисхождения. А если они признают его, даже виновным признают, но он заслуживает снисхождения, по каким-то обстоятельствам пришли вердикты, признали, вернее, да, то, значит, отягчающие обстоятельства при назначении наказания не применяется. А как формируется суд присяжных? Как формируется? На рассмотрение конкретного уголовного дела вызываются кандидаты из списка составленного. Список составляется в основном из списка избирателей путем случайной выборки. И данный список на 4 года составляется по районам, да, они утверждаются главой республики нашей. Более того, значит, 6 присяжных заседателей, основной состав коллегии входят, но вызывается обычно большее количество кандидатов, чтобы стороны могли, каждая, это сторона обвинения, в том числе и сторона защиты, выбрать ту коллегию, которая считает они способны объективно рассмотреть данное уголовное дело. А оплачивается ли работа присяжных заседателей и насколько они защищены потом? Естественно, оплачивается работа присяжных заседателей. Это за каждый день участия в рассмотрении дела выплачивается денежное вознаграждение в размере его среднего заработка по месту основной работы. Но если здесь лица не работающие подпадают в состав коллегии, значит, и пенсионеры, то в отношении этих лиц им выплачивается в размере
1/2 оклада судьи пропорционально числу дней участия в судебном процессе. А как возмещаются командировочные расходы на проезд? Командировочные расходы, транспортные расходы, проживание в гостинице и прочее, все оплачивается за счет средств федерального бюджета. Но здесь возникла некоторая проблема при рассмотрении данной категории дел, особенно в северных районах. Это, чтобы не быть голословным, я просто приведу пример. Это, значит, округ, 6 округов у нас по республике. Это центральная группа районов, это Заречье, это Мирный, Нерюнгер отдельно, группа районов северных. Но чтобы рассмотреть уголовное дело в Хандыге, Тамбонском районном судом, вызываются туда кандидаты из Аллаиховского района, Верхоянского района. Эти кандидаты должны добраться до города Якутска, потом уже наземным путем, на такси, как вот сейчас положено, добираются до села Хандыга, где рассматривается дело. Безусловно, с севера, чтобы добраться до города Якутска, проезд очень дорогой. А человек должен, кандидат, вызванный в суд, на свои средства прилететь только по факту, то есть после рассмотрения уголовного дела конкретного, ему выплачивается по предъявлению билета все эти расходы, возмещаются. Поэтому здесь некоторые вопросы у нас проблематичны. А вот как можно решить в дальнейшем такую проблему? Ну, в дальнейшем эту проблему, это уже департамент должен, судебный департамент. Все, в принципе, на то, чтобы данный суд, форма суда существовала, деньги-то предусмотрены бюджетом. Однако, чтобы сам механизм, это надо каким-то путем именно в таких случаях. Это очень огромные деньги. Поэтому тут, скорее всего, как-то судебному департаменту или электронные билеты выкупят заранее, которые прибывающим кандидатам. Оно влияет на количество, значит, явки кандидата присяжных. Мы же вызываем на рассмотрение дела человек 40-30. А явка у нас, к сожалению, бывает намного меньше, наполовину. Сейчас в стране у нас активно обсуждается инициатива о расширении полномочий суда присяжных, в том числе предлагается передать им дела экономического характера. Вот на ваш взгляд, к чему это приведет? Ну, я как практический работник с этой точки зрения хотела бы сказать, что мы еще не готовы к тому, полностью сказать, что мы готовы, потому что это большие финансовые расходы. Если категория дел экономические преступления, они месяцами рассматриваются, это не простое убийство или там причинение тяжкого, там 2-3 человека. Есть экономические преступления, вот рассматриваемые они, очень длительный срок. И на этот длительный срок обеспечат явку всех присяжных, чтобы они присутствовали, беспрерывно работали в суде. Это очень сложный вопрос. Ну, это мое субъективное мнение, как практика. И вот вам, как прокурору, тяжелее или легче работать в суде с присяжными заседателями? И насколько бываете удовлетворены вынесенными ими решениями? Ну, безусловно, сам по себе суд присяжных, оно свои особенности имеет. Особенность в том и заключается, что это люди, которые действительно далеки от юриспруденции. Они именно на основании их вердикта выносится приговор профессиональным судьей. То есть они конкретно решают вопрос о событии преступления. То есть было ли совершено это преступление, это лицо обвиняемое совершил данное преступление. Если он совершил, виновен ли он при совершении данного преступления. И, наконец, они отвечают, заслуживает ли он снисхождения присяжных заседателей. Все фактические обстоятельства устанавливают присяжные заседатели в совещательной комнате после исследования всех доказательств. Поэтому бывает
бывает, и почему оправдательные вердикты выносятся? Потому что все-таки люди сомневаются иногда. Бывает, что и жалость переслуша каждому присяжному. Поэтому бывают и такие решения, что особенно, когда неочевидные преступления, и когда раскрыто было данное преступление спустя много лет, когда уже упущено было для следствия моменты собирания доказательств и прочее. Это все, конечно, негативно сказывается на мнении присяжных заседателей. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Не переключайтесь.